Сегодня прошел очередной этап ЕГЭ. Выпускники школ вспоминали основные вехи истории и главные законы физики. Это предметы по выбору. Они предназначены только для тех, кто намерен поступать в вуз по соответствующей специальности. Для проведения экзамена в республике были открыты 8 пунктов. Как сдавали историю в 4-й Икажевской школе, расскажет Тамара Хашагульгова. Обязательные экзамены позади. Теперь весь акцент на профильных. Мадина Тухова с детства мечтает стать преподавателем истории и обществознания. До заветной цели осталось всего ничего – успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Из всех предметов история мне нравится больше всего, и кажется, она мне намного легче, чем биология и химия. Задания, если ты готовился или занимался, то они не сложные. Основное из них – это эссе, у которого наибольшее количество баллов, за которое можно даже получить проходной балл. Разобраться в исторической карте или схеме, ответить на вопросы из 3 временных периодов – древности, средневековья, новой и новейшей истории. В ЕГЭ по истории 2 части и 25 заданий. В первой ребятам предстоит коротко ответить на 19 вопросов, а во второй ответ должен быть более развернутым. На все про все 3 часа 55 минут. Чтобы преодолеть минимальный порог, выпускникам достаточно набрать 32 балла. Но вот Диана Хашагульгова намерена получить максимальный балл, чтобы поступить в главный вуз страны и стать международником. Сдавать историю я решила еще с начальной школы. Это была моя некая мечта стать сотрудником правоохранительных органов или просто человеком, который владеет в совершенстве историей России. На данный момент я мечтаю поступить в МГУ имени Ломоносова и стать специалистом международных отношений, то есть дипломатом. Для Дианы этот экзамен уже 2-й по счету. На прошлой неделе она сдавала русский язык. Так что к мерам безопасности в виде масок, перчаток и антисептиков она привыкла. Выпускница уверена, это ничуть не мешает и не отвлекает от мыслительного процесса. Главное – хорошая подготовка. Маски являются некой мерой предосторожности, и поэтому я считаю, что даже сидя в аудитории, нужно быть готовым и к экзаменам, и к вирусу. Проверить свои знания в области истории решили более 80 человек. Все они выпускники школ Назрановского района. К слову, система проведения единого госэкзамена совершенствуется с каждым годом, чтобы добиться максимальной прозрачности экзаменов. В этом году ее организовали согласно рекомендациям Рособорнадзора. В 704 пункте сдают сегодня только историю. Заявленных 83 участника. Многие из них уже подошли. Работа идет налажено. Все организаторы на месте, все члены ГЭК на месте, наблюдатели имеются, федеральный инспектор имеется на пункте. Соблюдаются все санитарные нормы, дистанция между участниками экзамена. Так особых нарушений и удалений у нас не было. Все участники экзамена были уже предупреждены заранее, и они, соответственно, приходили на пункт. Не меньше самих выпускников и их родителей сейчас волнуются педагоги, ведь результаты итоговой аттестации напрямую зависят от тех усилий, которые учителя и ученики прикладывали на уроках все 11 лет. Баллы ЕГЭ – показатель профессионализма и квалифицированности педагогов. Я как завуч Горского кадетского корпуса приехала с кадетами. Кадеты у нас сдают историю. Надеемся, что сдадут все, я думаю, и все пройдет хорошо, да, Эндрю. В самом кадетском корпусе их учителя готовили все эти годы. Они и сами были задействованы в этом, поскольку знают, что им нужно поступать, им в дальнейшем нужны и эти знания. Основная волна ЕГЭ 2020 продлится до 25 июля. Результаты тестирования по истории и физике ребята узнают через 2 недели. Следующие на очереди экзамены по обществознанию и химии. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.